Уже доброй традицией в гимназии номер 2 стали муниципальные уроки мужества. Мероприятие, которое соединяет в себе историческую память и творческое начало. Каждый год гимназисты выбирают тему, посвященную Великой Отечественной войне, проживают ее сами и выносят на суд зрителей. В этот раз мероприятие было посвящено подвигам и роли творческих личностей в военное время, их мужеству и вкладу в победу. Ведь и музы тоже воевали. Мы в непрерывном вихре Будин берем большие рубежи. Все это было, есть и будет. И этому название «Жизнь». Но так заведено годами, и дальше так тому и быть. Минувших лет святую память мы будем бережно хранить. Во время Великой Отечественной войны творческие бригады сыграли значительную роль в поддержке и поднятии боевого духа армии и тыла. Эти объединения, состоящие из артистов, музыкантов, писателей и поэтов, были важной частью культурного фронта. Они, не боясь, выступали на передовой, стараясь укрепить моральный дух солдат, даря им минуты отдыха и радости. Во время Великой Отечественной войны на фронтах активно действовало более 2000 фронтовых творческих бригад. Артисты провели 1 350 000 концертов, почти половина из которых проходила непосредственно в боевой обстановке, а также выступали в госпиталях. Отныне наше искусство как никогда будет служить могучим и боевым средством победы коммунизма над фашизмом. Да, поддерживаем! Мы можем создать фронтовую бригаду! Товарищи артисты! Кто готов поехать с концертом на передовую? Я! Да все готовы! Иван Петрович, давай накидывать программу. Надо песни взять, любимые народом. Валенки давай возьмем. И крутится-вертится шар голубой. И стихи душевные. И танцы. Обязательно яблочко. Ученики гимназии вместе с педагогами подготовили театрализованную программу, в канву которой вплели историческую хронику, реальные воспоминания бойцов и артистов. Во время урока прозвучали популярные песни и стихи, с которыми выступали творческие бригады. Разрешите доложить? Коротко и просто. Я большой охотник жить. Лет до 90. А война про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, нынче мы в ответе. За Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые, живые, все мы вместе, это мы, тот народ, Россия. Свой вклад в боевой настрой во время войны вносили и дети. Они готовили творческие номера и посещали госпитали, выступали для солдат на привале, читали письма из дома. Не оставались в стороне, чтобы, смотря на них, бойцы понимали, им есть за кого бороться. Миша вытащил из кармана старые деревянные ложки и принялся отстукивать ритм. Я запела про некрасивого жениха, двоечника Петю. Солдаты хлопали в ладоши, пытались подпевать, а одноногий боец стал притоптывать в такт здоровой ногой. Потом я запела: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Бойцы тут же подхватили. Особенно старался молодой парень с перевязанными руками. Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился. Ты чего ты прежний был во сне? Прежний. Ну такой же самый. Точно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и писнула тебе. Мы с тобой начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе. А
потом принес те 2 осколка, что нашел недавно у ворот. И сказал тебе: а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год. Воевать можно по-разному. С оружием в руках, разить словом, а можно заряжать на победу яркими эмоциями. Боевой настрой, который появлялся у бойцов после выступления творческих бригад, мог сподвигнуть на решительные шаги и героические поступки. Музыка воевала вместе с бойцами, вдохновляла их, поднимала настроение и придавала силы идти вперед. Солдаты песню, как молитву, душевно пели на войне. Она звала вперед на битву и вдохновляла их вдвойне. В окопах песня грела души, летела смело по фронтам, на море грозном и на суше вселяла мужество бойцам. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие, нельзя валенки носить, не в чем к милому ходить. Валенки, валенки, ой, не подшиты старенькие, валенки, валенки, эх, не подшиты старенькие. Муниципальный урок мужества прошел на одном дыхании. Его зрителями стали ученики среднего звена образовательных учреждений города и их педагоги. Многие не могли сдержать эмоций. Полную версию этого патриотического мероприятия можно посмотреть в группе гимназии номер 2 в социальной сети ВКонтакте.